Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. 26-летний житель села Таймылыр Булунского района нанес ножевые ранения своим сыновьям, которым было 1 и 2 года. Мальчики скончались в больнице. После совершения преступления мужчина пытался покончить с собой. Убийство произошло в отсутствие матери детей. Женщина находится на лечении в Якутске после операции. Расследование продолжается. По поручению прокуратуры Республики Саха-Якутия, прокуратура Булунского района проводит проверку по факту убийства в одном из населенных пунктов района 2 малолетних детей. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Булунского района. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим совершению в отношении детей особо тяжкого преступления, деятельности органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия, нахождения детей в социально опасном положении. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на особом контроле прокуратуры Республики Саха-Якутия. Также на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами по пунктам А, В, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Якутске микроавтобус сбил пешехода возле крестьянского рынка. Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как два пешехода переходят проезжую часть по пешеходному переходу в районе крестьянского рынка. В этот момент в одного из них врезается микроавтобус, и мужчина падает. На данный момент неизвестно, в каком он состоянии. Судя по тому, как стоят другие машины, пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал ребенок в Хангаласском районе Якутии. По сообщению ГИБДД, на региональной дороге УМНАС водитель 1991 года рождения не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. В момент ДТП в салоне находились 8 человек. В результате происшествия 5 пассажиров с переломами и ушибами были доставлены в больницу, в том числе ребенок 2011 года рождения. У ребенка диагностировано сотрясение головного мозга. Отмечается, что все были пристегнуты ремнями безопасности, кроме одной пассажирки, которая получила перелом плечевого сустава. Водитель работает таксистом на индивидуального предпринимателя. Все документы, разрешающие перевозку пассажиров, имеются. По факту ДТП проводится проверка. В Ленском районе вынесен приговор в отношении рецидивиста. По сообщению прокуратуры, он признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Подсудимый, отмечая День защитника Отечества, в ходе распития алкогольных напитков нанес своему знакомому телесные повреждения, причинив ему легкий вред здоровью. При этом подсудимый высказал в адрес потерпевшего угрозы убийством. В суде установлено, что подсудимый ранее неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления. Данные противоправные действия совершены в период испытательного срока, установленного ему судом. В связи с этим, по результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом рецидива преступлений, подсудимый осужден к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В Мегино-Кангаласском районе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Авангард» имеет задолженность по оплате труда перед 5 работниками на сумму свыше 1 миллиона рублей. Прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление и возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении о невыплате в установленный срок заработной платы, а также направила в интересах работников заявление в суд. Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование. 2 мужчин погибли в результате аварии электромобиля «Тесла» в штате Техас. По данным полиции, машина ехала в автоматическом режиме. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец. Автомобиль Tesla модель S 2019 года выпуска на высокой скорости не вписался в поворот, вылетел с дороги, врезался в дерево и загорелся. Погибли 2 мужчин 1962 и 1951 года рождения. Авария произошла вечером в субботу к северу от Хьюстона, штат Техас. На месте водителя никого не было, сообщила сержант полиции округа Харрис Синтия Юманзор. После того, как пожарные потушили пламя, выяснилось, что в салоне находились 2 человека. Один на переднем пассажирском кресле, второй сзади. Эти данные привел констебль 4-го полицейского участка того же округа Марк Херман. Компания Tesla и Национальное управление по безопасности дорожного движения США пока не комментировали происшествие. В марте власти начали расследование по 27 эпизодам, связанным с авариями электрокаров Tesla. Глава фирмы Илон Маск заявил в январе, что ожидает хорошей финансовой отдачи от внедрения программного обеспечения, позволяющего перейти на полностью автономный режим вождения.
Он выразил уверенность, что надежность машин превысит возможности человека еще до конца текущего года. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.